ему делать? Ведь дети так ждут Кэджит Пэля. Он посохом должен коснуться везде, чтоб все, кто уснули, проснуться сумели, а все их желания в его бороде. Это старт новогодней акции, которая впоследствии захлестнула всю республику. Оригинальные утренники первыми увидели дети Кайгородского района. Постановку для них устроили не в концертном зале, а прямо в холле. Каждый ребенок мог лично познакомиться с Ягмортом, Райдой и другими героями коми-сказок. Труппа всего из 5 человек, зато каких! Компания коми Деда Мороза перенесла юных зрителей в таинственный и волшебный мир. В этом году сказку решили сделать необычную, как Дед Мороз и Снегурочка, а по преданием коми-народа. То есть я уже не Дед Мороз, а Кэджит Пэль. У нас есть Перо-богатырь, у нас есть Райда, у нас есть Ветер. Есть, опять же, самый злобный персонаж нашей мифологии Ягморт. И вот на этой основе сделали такую сказочку. В общем, достаточно интересно получилось, необычно, главное. Для взрослых зрителей программа другая. Свой сольный концерт в Кайгородок привезла Екатерина Курочкина, солистка ансамбля «Ася Кэ». Если многие артисты берут за деньги сольные концерты, то для Года добрых дел мне хочется сделать подарить искусство бесплатно. В деревня и села, в такие далекие, даже далекие села мы поедем, чтобы люди там действительно посмотрели, а что творится в республике, показать культуру. По региону колесил добрый Новый год автобусом и даже поездом. Это главный транспорт труппы – поезд «Сияние Севера». До большинства городов и районов сказочные герои добирались именно на нем. И уже на перрон выходили в образе, чем удивляли встречающих. Север, здравствуй! В Ухту творческий десант привез не только компанию Кэджит Пэля, но и лучших артистов со всего региона. Сыктывкарскую кавер-группу «Лайм» и ухтинских танцоров United Beat. А коми-сказка оказалась популярной и у взрослых. На неожиданное появление Ягморта родители реагировали эмоциональнее, чем дети. Школьники же с интересом наблюдали, как Леший превращается в добряка и помогает найти коми Деда Мороза. Давай ты вместе с нами, 4-4! А это Печора. Здесь добрую акцию совместили с торжественной церемонией вручения именных грантов руководителя местной администрации талантливым детям города. Именно они не только пример для ровесников, но и опора для всего муниципалитета. Добрый Новый год – это не только концерты и спектакли. К примеру, артистам Заполярья труппы из столицы коми давали мастер-классы. Педагоги, танцоры, работники культуры изучали новую технику по народной хореографии. А участники акции тем временем искали новые таланты. Преподаватели на местах увидят талантливых детей и помогут нам на уровне, на нашем, найти талантливых детей для дальнейшего обучения в гимназии искусств. Потому что республика наша небольшая, талантливые дети есть, но выявить их можно только на местах при помощи преподавателей, которые работают в городах республики. Предновогодние программы прошли в 8 городах и 12 районах республики. Добрый Новый год стал заключительной акцией Года добрых дел. На мой взгляд, это хорошее завершение Года добрых дел в родной республике. 2017 вновь убедил нас, что вокруг очень много тех, кто щедр сердцем и велик душой. И чтобы делать добро, не нужны какие-то особенные способности или грандиозные возможности. Надеюсь, что на этом добрые дела, совершаемые нами, не закончатся, и вместе нам удастся превратить идею Года добрых дел в образ жизни. Участие в нем приняли более 3500 детей, которых поздравил Кэджит Пэль, наш коми Дед Мороз, главный герой новогодних праздников в этом году. И затронула более 7000 человек по всей республике остальными мероприятиями. Это были и хореографические мастер-классы, это были и мастер-классы Альфии Каратаевой по вокалу, это были и встречи с нашими известными писателями. Это огромный спектр мероприятий, который прошел в республике впервые, но нет никакого сомнения, что повторится и в будущем. Все, кто стал частью большого праздника, отмечают волшебный, всеми любимый праздник, когда загадываются и исполняются желания. Акция 2017 года смогла украсить и сделать по-настоящему особенным. Таисия Шакова, телеканал Юрган.